ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Накануне выходных состоялось вручение знаков отличия ГТО. Бронзовые, серебряные и золотые знаки получили те, кто сдавал нормативы до 1 июля 2017 года. Прошедших испытания и, соответственно, заслуживших награду набралась почти сотня. Большинство – молодежь, при этом возраст самый разный. Например, одним из двух самых юных обладателей знака отличия стал 11-летний ученик 5 класса школы номер 21. Для начала хотя бы бронзовый значок. Потом я футболист, хочу уже или серебряный, или золотой значок. Да, очень тяжело. Особенно я очень плохо прыгаю в длину, но очень хорошо бегаю. И вот, наверное, только из-за бега у меня значок. С 2017 года попытаться сдать норматив ГТО могут все желающие, однако еще в 2016 году для взрослых этот процесс проходил в тестовом режиме. Но агитация набирает обороты, и претендентов все больше. Тем более, что, например, для старшеклассников, читай будущих абитуриентов, это сулит и выгоды при поступлении. Знак отличия ГТО может добавить баллов. Впрочем, мотивация и другая – преодоление себя. История изначально планировалась, что я буду поступать в Питер, и нужны были баллы. Кроме того, помимо баллов, как-то хочется проверить, как ты себя проявишь в спорте, это тоже интересно. Самое сложное это были отжимания. Мне пришлось даже пересдать, потому что по всем остальным видам у меня сразу был на золотой значок норматива, а отжиманий нет, не пришло. Всего в ближайшее время знаки отличия ГТО в Ухте должны вручить порядка 200 человек. В конце января состоится церемония для тех, кто сдавал нормативы после 1 июля 2017 года. У тех, кто хочет заслужить право на более высокий значок, есть еще месяц, чтобы улучшить результаты. То есть до конца декабря можно попробовать еще раз пройти испытания или досдать и получить, например, не бронзовый, а серебряный знак, или уж сразу золотой. Дерзайте!